Здравствуйте, это вечерние новости в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. У поселка Айхал большое будущее, так сказал Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Мирнинский район. Подробности визита главы республики. Почем запастись на зиму? Обзор цен на говядину, жеребятину и деликатесы на крестьянском рынке столицы. 122 года Степану Аржакову в Вилюйском Улусе почтили память видного государственного деятеля республики. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в поселок Айхал Мирнинского района дал ряд поручений для решения проблем в сфере здравоохранения и переселения граждан из аварийного жилья. Поселок, где добывается 27% алмазов компании «Алроса», имеет большие перспективы, а качество жизни местных жителей будет расти, подчеркнул глава Якутии. В ходе поездки Айсен Николаев ознакомился с работой школы, посетил Айхальскую больницу, также вручил сертификаты жителям ряда домов, которые уже в этом году смогут переехать из аварийного жилого фонда. В 2022 году техническое оснащение современным медоборудованием в республике будет продолжено. В частности, в Мирнинском районе принят комплексный план развития здравоохранения. В его реализации участвуют региональное правительство, администрация района и компания «Алроса». Это позволит в ближайшие годы решать важнейшие вопросы развития здравоохранения, связанные с повышением качества первичной медпомощи, укреплением материально-технической базы и оснащением больниц современным медоборудованием и привлечением и подготовкой квалифицированных медицинских кадров. Это коснется и Удачнинской больницы. Развитие этого учреждения также обсудили в ходе визита Айсена Николаева. Здесь, конечно же, есть проблемы, связанные с большим количеством неиспользуемых на сегодня площадей и проблемы, связанные с неукомплектованностью кадрами. Что касается площадей, то прозвучало предложение закрыть поликлиническое отделение и все его перевести в здание больницы, мотивируя это тем, что сегодня и то, и другое здание полностью недозагружено. Вроде бы экономически это целесообразно, но с точки зрения защиты здоровья людей, конечно же, это очень неправильно. Поэтому это предложение мною сегодня отклонено. Я дал поручение, наоборот, усилить здесь работу по появлению новых видов медицинской помощи, в том числе, которые касаются и профилактики заболеваний, и реабилитации. Большое количество площадей специализированных медицинских, как раз здание Удачнинской больницы, оно как раз способно, на мой взгляд, при правильном подходе, правильном ремонте и предоставлению новых услуг быть очень востребованным не только со стороны жителей Удачного, Айхала, но и других наших районов республики. Перевозку пассажиров через Лену на воздушных подушках планируют проводить по маршруту с более благоприятной ледовой обстановкой. Это позволит нормализовать график движения судов. Накануне в соцсетях появилось видео посадки пассажиров на борт судна на воздушной подушке «Ирбис». ЦУР Якутии зафиксировал после этого свыше 15 жалоб, в основном на давку и неравномерность графика движения судов. Как оказалось, очередь была связана с образованием льдин у берега. Во избежание повтора такой ситуации к расчистке от льдин привлечены грузчики. Кроме того, перевозить пассажиров теперь будут по другому маршруту, при этом места высадки и посадки останутся прежними, сообщили в Ленатурфлоте. Теперь к эпидобстановке. 292 человека заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 140, в Алданском районе 15, в Мирнинском 14, в Нербинском 8, в Ленском 7. По 12 заболевших в Усть-Алданском, Хангаласском районах, по 11 в Мегангаласском и Нернгринском, по 9 случаев заражения в Намском и Тампонском. Еще в 11 районах фиксируют от 1 до 6 заражений ковидом, данные на ваших экранах. В Горном районе вакцину против ковида получило более половины населения Улуса. Также в районе введена система QR-кодов для допуска в учреждения культуры, спорта и общественного питания. Чтобы пройти в указанные организации, граждане предъявляют сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании, подтверждаемые QR-кодом, полученным на портале госуслуг.
работают 4 торговых центра, в которых уже работают по системе пропуска QR-код. Там управляющие торговых садов, владельцы торговых центров нанимают работников. И открыты вакансии в данное время уже. Так и работают. В Нюрнбергском районе успешно прошли перепись населения более 15 тысяч человек. Из них через портал госуслуги переписано более 2000 граждан. Переписано 89% от плана. Таким образом, работают 6 стационарных участков для переписи, трудятся 6 контролеров и 34 переписчика. Напомним, цель переписи населения – собрать актуальную информацию о гражданах, определить его структуру, этнические группы населения, выяснить численность малых народов. Данные напрямую поступают в Росстат. Государство учтет эти сведения при разработке программ и планировании государственного бюджета. Основной этап переписи населения продлится до 14 ноября. В нашем районе 19 наслегов и 1 город. В 9 наслегах уже в августе прошла перепись, как это в труднодоступных районах. Там почти 100% все прошло. На эти оставшиеся дни, я думаю, мы план выполним. Надеемся, это зависит от работы переписчиков. Продолжаем выпуск. С наступлением холодов на крестьянском рынке Якутска появляется больше местной продукции. Цены на мясо разные в зависимости от части туши – мякоть, грудинка или ребра. Например, килограмм мякоти говядины свежего забоя можно купить от 500 рублей за килограмм. Жеребятина намного дороже, предлагают килограмм за 800 рублей и выше. Есть на рынке и свежая оленина, килограмм также стоит от 800 рублей. Рекордсменами цен на столичном рынке являются кровяная колбаса и хорта. Деликатесы можно купить за 2500 рублей. Печень по 500 рублей за килограмм, а за килограмм очищенных свиных ножек просят 150 рублей, а коровьи 250. А с открытием зимних дорог вскоре выбор станет еще шире и цены должны подешеветь. Мясо купили, говядину. В принципе, нормально. Тут от 500 и до 800 рублей. Документы у продавцов нет, не просим. Думаем, что на рынке все проверяют. Ученики 2-й Манджагарской агрошколы в Хангаласском районе вырастили виноград в тепличных условиях. Они получили первый урожай этой осенью. Всего купили 8 кустов винограда разных сортов, они пока приживаются. В общеобразовательном учреждении с 2020 года в круглогодичной теплице с площадью 214 квадратов выращивают огурцы, помидоры и разнообразную зелень. В теплое время года ребята выращивают корнеплоды на пришкольном участке, весной вместе с учителями сажают картофель, осенью собирают урожай. Выращенные овощи продаются населению, рассада близлежащим наслегам. Также в Хангаласском улусе победители конкурса «Безопасное колесо» получили велосипеды. В этом году лучшей оказалась команда школьников из села Синск. Напомним, конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» проводится каждый год при поддержке ГИБДД и районного управления образования. Школьники демонстрируют в этом конкурсе знания правил дорожного движения, навыки оказания первой доврачебной медпомощи, преодолевают полосу препятствий на велосипеде и многое другое. Второй год из-за пандемии конкурс проводится в формате онлайн. Участники проходят испытания на базе своих школ. Нынче участие приняли 12 школьных команд. Первое место заняла Синская школа. Они получили скоростные велосипеды. Второе место заняла Покровская средняя школа номер 4. И третье место заняла Актемская СОЖ. Все призы были приобретены в рамках муниципальной целевой программы «Муниципальный район Хангаласский улус» для профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка и противодействия преступности на 2020-2024 годы. Исполнилось 122 года со дня рождения государственного политического деятеля Степана Аржакова.
Он один из основателей якутской автономии, был первым председателем Совета народных комиссаров Якутской ССР, внес большой вклад в становление и развитие государственности и экономики Якутии. Сегодня общественность Вилюйского улуса почтила память одного из признанных своих сыновей, руководителей Якутии. Имя Степана Аржакова присвоено улицам в городах Якутска и Вилюйска. Также установлены памятники. А в 2022 году в Вилюйске, в год юбилея якутской автономии, появится музей государственности его имени. Мы, нынешнее поколение, живущие сегодня в процветающем регионе, не должны забывать его имя, его славную деятельность. И как раз-таки к предстоящему юбилею нашего региона, нашей любимой Якутии, мы должны максимально провести такую работу, чтобы имена выдающихся людей была включена золотыми буквами в истории нашей республики. И очень приятно, что навстречу к 100-летнему юбилею нашей республики в нашем городе Вилюйске появится музей государственности имени Степана Максимовича Аржакова, где будет ярко представлены из личной жизни выдающихся деятелей и их незабываемой работы. Книгу под названием «Невероятная история Кындыкан» презентовали сегодня в Якутске. Сказку про девочку, найденную в стойбище вблизи Верхоянских гор, написала молодой писатель Лидия Тарасова. Книга вышла на русском и эвенкийском языках, далее ее переведут на английский. Работа заняла первое место на международном конкурсе «Белый мир Арктики через призму детской книги». Выпуск издания поддержала компания «Алроса». Сейчас члены творческого объединения «Кындыкан» реализуют разные проекты. Это и выпуск книги, экспедиции к местам проживания коренных народов Севера. Они установили в стойбищах спутниковое оборудование, интернет. Кроме этого, к творческим проектам относят создание красочных фото и видеосерий. Сам по себе сюжет уже, в принципе, готовый. Нам оставалось только добавить героев, немножко расширить сюжетную линию. И работа была коллективная, то есть отработка по сюжету шла вместе с экспертами. Мы разговаривали с носителями языка, с лингвистами о том, как действительно могло это быть в реалиях Севера, как это могло быть в реалиях стойбища, чтобы не выдумывать, а исходить из настоящих условий, в которых жила Кындыкан. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в большом выпуске в 20:00 на Якутии 24.